Приветствуем всех любителей спорта. На телеканале Якутия-24 начинается прямая трансляция третьего игрового дня турнира по мини-футболу в рамках 8-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Сейчас мы будем смотреть встречу группы А. На паркет выйдут команды Ленёкского района и Мирнинского района. Для вас у микрофона по-прежнему работаю я, Власий Сергеев. И давайте вначале, пользуясь заминкой, давайте перейдем к составам играющих команд. Номинально у нас гости мирнинцы, так что давайте по этикету начнем с них. Стражи ворот мирнинской команды: Павел Репин, номер 1 и 20, Василий Мартынов, полевые. Данил Каримов, 2 номер, 11 Игорь Кайсаров, капитан команды, 9 Никита Никитин, 8 Олег Олейников, 5 Степан Степанов, 4 Вячеслав Ярославцев, 10 номер Эльдар Инамжанов, 7 Геннадий Сергеев, главный тренер команды Алексей Денисов. Перейдем к команде номинальных хозяев поля данной встречи, площадки вернее. Это команда Ленёкского района. Вратарь номер 2 Владимир Лялигин. Капитан команды Ян Николаев выступает под 9 номером. 8 Прокопий Федоров, 7 Михаил Усманов, 11 Михаил Павлов, 27 Тимур Петров, 23 Гаврил Соломонов, 5 номер Виталий Боецкоров. Под 15 номером на площадке появится Роман Кирин, 17 номер Роман Бондаренко и 12 номер Семен Камеров. Главный тренер команды Владимир Федоров. Ну и тут стоит отметить, что Владимиру помогает его сын Прокопий Федоров, который у нас выступает под 8 номером. И он тоже, как и его отец, вполне успешно занимается тренерской деятельностью. Он руководит командой 2007 года, если мне память не изменяет, Республиканской спортивной специализированной футбольной школы. Выступает данный коллектив в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. Если говорить о турнирной таблице, вот в группе А, в данный момент Мирнинский район занимает 1 место. Мирный и Оленёк сыграли по матчу. Алдан обе игры сыграл. Алдан проиграл дважды, и по сути все, уже Алдан занимает последнее место. Но вот тут решается вопрос, кто выйдет с группы с какого места. Мирнинский район пока что по разнице мячей идет первым. У Оленька также 3 очка. Но вот разница немножко похуже. У мирнинцев плюс 4, у Оленька плюс 2. Ранее Мирнинский район вот со счетом 5-1 выиграл у алданских футболистов. Затем Алдан еще и уступил ленёкским ребятам со счетом 0-2. Все готово для начала данной встречи. Это у нас предпоследняя игра третьего соревновательного дня. После данной встречи мы перейдем к группе Б, где у нас встретятся, сыграют вторая команда Усть-Алданского района и футболисты из Ленского района. Я думаю, вы уже прекрасно поняли то, что в красных футболках у нас сегодня выступают футболисты Ленёкского района. В предыдущем матче они также были в красной форме. Ну и мирнинцы тоже в своих традиционных цветах, вот в бело-синих формах. Сегодня вот с утра организаторы, в том числе и мы, представители средств массовой информации, беспокоились по поводу того, что будет гроза, потому что по прогнозу вот ожидалась гроза, но и с утра вот такой ветер стоит шквалистый. Но не как в первый день, конечно, но все же переживали мы о том, что ветер принесет грозу, но пока играть можно. Футбол будет при любой погоде. По крайней мере, сейчас мы запустить матч можем. В Мирнинском коллективе мы можем обратить внимание, да, вот на Геннадия Сергеева, потому что Геннадий Сергеев человек, который вот имеет опыт выступления в высшей лиге России. Геннадий, конечно же, в первую очередь ассоциируется с мирнинским Алмаз Алросой. Геннадий является уроженцем мирного города Мирный. И на протяжении очень долгого времени он выступал за как раз-таки вот Алмаз Алросу и становился чемпионом
победителем чемпионата России среди команд высшей лиги. Случилось это в сезоне 17-18. Но потом, в данный момент, Геннадий является футболистом «Зари». Так, решили поменяться... Да, сторонами решили поменяться команды. Вот поэтому жеребьевка, да? Когда судья проводит жеребьевку, что он делает? Он спрашивает, какую половину поля займете в первом тайме. Разыгрывается мяч. И вот капитаны, собственно, решили так. Ян Николаев, капитан оленёвской сборной. Выступает он под 9 номером. Ну, а в Мирнинском районе капитаном у нас является Игорь Кайсаров. Он играет под 11 номером. Вот как раз-таки Кайсаров и Николаев сейчас в качестве капитанов приняли вот это решение. Стартовая четверка мирнинцев. Конечно же, мы видим Геннадия Сергеева, также Степан Степанов на поле, Вячеслав Ярославцев и Игорь Кайсаров. Так выглядит стартовая четверка мирнинцев. И на воротах Василий Мартынов. У Оленёкского, конечно же, само собой, под 8 номером у нас в стартовой четверке вышел Прокопий Федоров. Также я вижу Романа Бондаренко. Рома Кирин тоже в старте. И под 7 Михаил Усманов. Вот стартовые четверки. Геннадий Сергеев тут как закружился и пробить пробует. Борьба за мяч. Звучит свисток. Первый фол мирнинцев. Геннадий поднимал руки, да, сигнализируя о том, что нет, я его не трогал. Но все же свисток прозвучал. Геннадий сразу извинился. Оленёкский район. Я вот думаю, то, что... предполагаю, да, то, что 2 Романа. Но посмотрим, как закончится этот эпизод. Роман Кирин как раз-таки вот выносит мяч. Я не думаю, что Роман Кирин и Роман Бондаренко являются уроженцами Оленёкского улуса. Ну и на протяжении вот всех дней трансляции, да, я вот рассказывал о том, что по регламенту можно заявить человека из другого улуса и даже из другого региона, если у него будет необходимая прописка за 2 года до начала спартакиады. Это записано в регламенте. И, по всей видимости, вот, потому что Роман Кирин и Роман Бондаренко, это, скорее всего, парни, ну, они прописаны-то в Якутске изначально. За столичные коллективы играли оба Романа, в том числе и за ту самую команду «Молочного дождика», которая, помните, да, это вообще начало 2000-х, пожалуй, ну, 2006, не знаю, где-то так. И ездили на Дальний Восток, постоянно занимали призовые места. И вот эти парни подросли, сейчас вот оспаривают медали таких вот масштабных и значимых соревнований, как 8-е спортивные игры народов республики. Геннадий Сергеев демонстрирует хороший дриблинг. И тут надо успеть. Сохраняет мяч в поле Игорь Кайсаров. Тот же отпасовывает назад Геннадию Сергееву. Уходит в сторону Геннадий, но тут уже пробивать было невозможно. Смотрите, тут вратарь выронил мяч. Казалось бы, что он зафиксировал, но мяч ускользнул. Еще раз отмечаю, что у нас поле, площадка находится на открытой местности. Рядом пыльная дорога, и поэтому, как бы ни старались организаторы... Ох! Знаете, какой момент напомнил, когда вот Флоренци за сборную Италии, да, примерно в таком стиле сейвил свои ворота. Но там он улетел, конечно, очень зрелищно, но почему-то сразу всплыла эта картинка. Ну так вот, очень пыльно, и это проблема для всех. Вот для полевых они подскальзываются. А для вратарей это, конечно же, один прыжок совершил, коснулся, да, вот паркета, у тебя рука в пыли. Сразу это, конечно же, мешает фиксации. Смотрим первый опасный момент. Геннадий Сергеев пробивал, и мяч сколыхнул сетку с другой стороны. Итак, Вячеслав Ярославцев, но в кашу отправляет мяч, и тут и удар какой! Это Геннадий Сергеев зарядил выше ворот. Мяч был отправлен вот в самую гущу, и как в пинболе, да? Где вот металлический шар набирает очки, когда касается вот различных препятствий. Примерно такое сейчас было в штрафной оленёкской команды.
Ну и контролирует мяч футболист в красной форме. 1 в 2 решил пойти Роман Бондаренко. Не получилась смена в составе оленёкской команды. Ну и, конечно, вот еще у нас вот отмечал то, что есть такой порывистый ветер, но, тем не менее, жара стоит по-настоящему летняя. И вы можете заметить, что некоторые футболисты играют в головных уборах, но сейчас опасный момент может возникнуть угловой. Но в регламенте игр, наверное, нет, да, пункта, что касательно вот головных уборов. Например, вратари, да? Ладно, они в кепках, солнце, понятно. Но вот некоторые в бандамах играют. Ух, какой момент! И все-таки закатят мяч или нет? Хотели всеми силами, всеми правдами, неправдами затолкнуть мяч мирнинцы. Но отбились. Отбились футболисты оленёкской команды. Там чуть ли не единоборства начались у нас на ленточке ворот оленёкской команды. Обе сборные уже обеспечили себе выход в следующую стадию плей-офф. Тут решается, кто же выйдет с какого места. Ну, выгоднее, конечно, выйти... Ох, какой пас проходит! Смотрим. Выход 1. Ну, не удостоверился, да, Никита Никитин в том, что есть ли у него сокомандник справа. По науке, конечно, там должен забегать человек, но этого человека не оказалось. И вместо того, чтобы пробить, да, Никита Никитин отправил мяч просто в пустую зону. Аут. В пользу Ленька, как я понимаю. Да, у нас на этом турнире вообще 4 группы по 3 сборные. И получается, 2 коллектива с наилучшими показателями выходят в четвертьфинал. Ну и победители, соответственно, далее идут полуфинал, финал. Будет матч за 3-е место. И остальные места все тоже будут разыграны. Вот то, о чем я говорю. Видите, как подскользнулся игрок мирнинской команды. Слой пыли на паркете дает о себе знать. Звучит свисток. Необходимо отойти на 5 метров, которые у нас предусмотрены правилами Ассоциации мини-футбола России. Мяч у мирнинцев. Ну и вот будут разыграны все места, потому что это же комплексные соревнования, и поэтому необходимо распределить все 12 мест. То есть будут матчи за 11 место, за 9 и так далее. Удар блокируется. Ух, в прыжке вылетал из своей штрафной Владимир Лялигин. Высокая свеча, и видим. Ну, верховую борьбу, между прочим, Владимир проиграл. Данил Каримов выше прыгнул. И удар. И на добивании ровно перед соперником отбил мяч Мартынов. А это чревато последствиями. И удар с лету. Ну, на самом деле, может, время это было, чтобы обработать мяч. Но иное решение принял футболист оленёкской сборной. Хорошо действует Оленёк в прессинге. Вот опять прямое тому доказательство. Удар! Ян Николаев с убойной позиции с лету пробивал. Ну вот. Причем он же и вступил в отбор
Сокомандник ему сделал откат и пробил Ян. Мяч был доставлен на самом деле до Романа Бондаренко, но рикошеты были. Не смог сориентироваться Роман. Момент упущен. Мирнинцы в атаке. И удар! Счет открывает город Мирный, вернее Мирнинский район. А если быть еще точнее, Вячеслав Ярославцев открывает счет. Мирнинский район выходит вперед. С носка пробил в дальний нижний угол. По бильярдному точный удар. Вот левой ногой подправил на ударную. И пробил. Ну, отметим, конечно же, еще, как в этом моменте отборолся Степан Степанов и ассистировал своему товарищу. Тем временем у нас падение рядом со штрафной, но нарушение не зафиксировано. Все в рамках дозволенного. 1-0. Отыграли. Остается 10 минут еще отыграли команду уже. И вот Мирный повел в счете. Смотрим. Степан Степанов. Хорошая позиция для удара. С носка. С носка бьет Игорь Кайсаров. Выше ворот. Ну или как во дворе говорят, да, с пыра пробил капитан мирнинской команды. И опять Степан Степанов мог сейчас стать ассистентом, то есть оформить ассистентский дубль. Так, смотрим состав Оленька. Роман Кирин сейчас на площадке. Прокопия Федорова вижу. Так, остальные. Роман Кирин сейчас с мячом. Михаил Усманов. Вот сейчас только что. Мяч потерял. Геннадий Сергеев. Тут растолкали, да, Степана Степанова. Сейчас можно выбегать в контратаку. Прокопий Федоров. Нарушения нет, не было. Но такое мнение и тут сразу в ответку, да. Ну, сейчас, ладно, первый момент караться не будет, но Роман Бондаренко сейчас карточку получит, да. Роман висит у нас с этой минуты на горчичнике. Ну, мне, например, показалось, да, то, что Прокопия Федорова-то цепляли руками. И Прокопий не без помощи соперника оказался на паркете. И вот потом все уже, око за око. Роман Бондаренко сбил. Но намеренно, да, потому что выходил 1 на 1 игрок мирнинской сборной. И опасный штрафной. Стенка. Ну, тут такая, да, стенка. Нет, вот все-таки два человека. Кроют ближний угол. И сам Лялигин тоже становится в стенку. Разыгрывает. Гена Сергеев пробивает. Лялигин. Вступает. Кстати, Лялигин тоже же... Мне кажется, Лялигин тоже вот играл с Романом Кириным, да, вот, то есть это одногодки, которые вот представляли вот ту самую команду Молочного Дождика. А может и путаю. Так, 12 минут остается играть. Роман Кирин сейчас идет вводить мяч в игру. Внутри штрафной мирнинцев один игрок оленёкской сборной, все остальные по периметру поля располагаются. И вот так интересно решили сыграть. Да. Тут, конечно же, можно было вратарю брать мяч в руки. Ох, еще один подкат. Так, это кто? Это Прокопий Федоров сейчас. Срубил Вячеслава Ярославцева, автора пока единственного взятия ворот. И еще один штрафной будет у ворот оленёкской команды. А тут, да, позиционно уже
Прокопий проиграл. Ну и выставил ногу. Зацепил своего соперника. У мяча Геннадий Сергеев и Игорь Кайсаров. Судья тут решает вопросы с тем, откуда именно надо водить мяч. И Геннадий Сергеев сейчас, нет, идет дальше и пробивает. Своего же попадает. Продолжается атака. И хороший удар. Плотный. Никита Никитин завершал эту атаку этим мощным ударом. И мяч угодил в игрока оленёкской сборной. Угловой. Но тут с лету, конечно, уже было неудобно пробивать, потому что свеча больно высокая получилась. И выбегал еще игрок оленёкской команды к этому мячу. А именно Роман Бондаренко. И столкновение, которое судьями было расценено как игровой эпизод, без каких-то санкций. Степан Степанов. Нет, развернулся. Предпочел выбрать вариант начала атаки более позиционный. И раскатывает мяч мирнинцы. Никита Никитин пошел вперед, но против двоих сразу. И сейчас будет ответ оленёкской сборной. Какая борьба у нас идет за мяч. Вратарь, конечно, должен быть первым. Мартынов своевременно покинул свои владения. Перехват. И на ударную позицию, конечно же, пытался выйти Ян Николаев. Но борьбы много в этой игре. Вот по фолам хотелось бы узнать информацию. Так. Ян Николаев повалил Игоря Кайсарова. Штрафной в пользу мирнинцев. Так, третий фол вроде у Оленька. В принципе, играть еще 9 минут. Есть удар. И есть сейф. Далигин очень уверенно сложился. И мяч зафиксировал. Смотрим продолжение этой атаки. Звучит свисток. Решили быстро разыграть оленёкские футболисты. Но нет, судья попросил играть по свистку. Ну да, потому что это был назначен штрафной. Если бы аут, то, конечно, другое дело. Степан Степанов. Виталий Боискоров, извиняюсь. Вячеслав Ярославцев играет с Василием Мартыновым. Вновь Ярославцев. Вот сейчас интересно может получиться. Но нет, мяч покидает пределы игрового поля. Ветер у нас усиливается. Да, и в связи с этим ветром, конечно же, и вот проблема с пылью тоже усиливается, потому что ветер, ну, естественно, поднимает пыль, которая оседает на паркет приличным слоем. Вот и у нас футболисты скользят. Так, тут Лялигин первый на мяче. Хотя с Лялигиным, кажется, я путаю, потому что сильно моложе выглядит Лялигин, чем, например, Роман Кирин, который там точно играл. Атака мирнинцев, удар в дальний угол. Данил Каримов пробивал.
6 минут. Я напомню, что по регламенту турнира 23 минуты идут в формате грязного времени. И последние 2 минуты каждого тайма у нас чистое время. Здорово! Нет, ну тут, конечно... Нет, успел все-таки сохранить мяч в поле. И так, борьба, и звучит свисток. Динамичная борьба у нас идет. Так, мирнинцам надо отойти на 5 метров. Попытка пробить будет аут. Рядом с углом поля. Гаврил Соломонов делает передачу. Но сейчас, конечно, Василий Мартынов выручил свою команду. Опаснейший момент в исполнении оленёкских футболистов. Здорово распределились. Ну, нестандартное положение, здорово аут разыграли. Не только Василий Мартынов. Благодаря нему счет по-прежнему в пользу мирнинцев. И еще раз Василий Мартынов вступает в игру. Так. Минутный перерыв на команде Оленёкского Улуса. Оленёкский Улус берет минутный перерыв. Но тут да, больше забот у Оленька, потому что время играет в пользу Мирнинского района. И сейчас, конечно же, будут обсуждаться геймплан на оставшееся время, которого все меньше и меньше. Да? Конечно, Оленёк ставит перед собой задачу сравнять счет в оставшиеся минуты для того, чтобы второй тайм начать, ну, как говорится, с нуля. И Владимир Федоров сейчас раздает указания своим подопечным. А там и Олег Михайлович Марченко. Правда, не знаю, какое он отношение имеет к этой команде. Но Марченко тоже подсказывает, я смотрю. Два специалиста на тренерском мостике у Оленька. Интересный момент, конечно. Но тут, в принципе, вообще вот все футболисты... Удар мощный. Футболисты сборной Якутска, извиняюсь, тут все присутствуют. Прямо перед комментаторской позицией. Вот Николай Шарковский, Александр Купряков. Ну, то есть команда Якутска здесь, и она, я думаю, то, что присматривается к потенциальному сопернику, да? Ведь, ну, как я понимаю, тогда из этой группы, я не знаю, может, жеребьевка на самом деле должна была быть по итогам группового этапа, да? Но, по всей видимости, сетка уже расписана, то есть, например, группа А, Б встречается, например, в четвертьфинале, вот как-то так может. Поэтому команда Якутска присутствует, и команда Олега Марченко сегодня узнает своего соперника. Ведь турнирное положение в этой группе одинаковое. У Мирного и Оленька по 3 очка. Но Мирный без учета этого матча будет впереди за счет лучшей разницы мячей. Ох, хорошо. Это который уже по счету эпизод. Не скажу, что их больно много, но Роман Бондаренко демонстрирует то, что дриблинг у него на уровне. С носка Бондаренко запускал мяч в кашу. У нас ветер становится все сильнее и сильнее, и, кажется, капать начинает. Да, солнца уже нет. Еще один минутный перерыв. Ну вот, меньше 3 минут остается. И сборная Оленёкского Улуса идет вперед, ищет возможности для того, чтобы сравнять счет. Красивая форма у Мирнинского района.
Как и полагается, имеется герб на груди. Все, звучит свисток. Футболисты возвращаются на исходные позиции. Те же четверки, конечно же. Смотрите, Василий Мартынов сейчас не очень интересную позицию занимал, но для того, чтобы, да, предложить, ну, расширить вариативность, да, для Лигин. Бондаренко вновь демонстрирует свой дриблинг. Ян Николаев кидает мяч назад. И удар есть в ногах игроков Мирного. Мяч запутался. Роман Бондаренко здорово тут сейчас мяч убрал с траектории движения мирнинского футболиста. И смотрите, ну вот когда, да, допускаешь такие ошибки, конечно, будь готов расплачиваться. Вячеслав Ярославцев оформляет дубль. Подарок на ровном месте, да? Ну и Вячеслав воспользовался подаренной возможностью. И тут Лялигин оказался не в силах вновь выручить свою команду. Михаил Усманов совершил эту потерю результативную. Ну и смотрим. Ну, 2-0. Задача, конечно, уже трудновыполнимая. У нас уже последние минуты пошли чистого времени. Хотя, с другой стороны, история мини-футбола знает множество случаев, когда вот за такое время отыгрывали, да? Но все может быть, это спорт. Мы за это, собственно, любим. Спорт. Смотрите, сейчас 2 в 2. Так, а может быть, уже поровну, все успели вернуться. Ветер, кстати, дует в спину мирнинцам сейчас. Так. Это я к тому, что мирнинцы очень здорово разгоняют атаки. Резво, бодро. Василий Мартынов отправляет мяч вперед. Хорошо. Рома Кирин сейчас отобрал мяч. Ян Николаев. Но передача, конечно, не в темп. Тайминг в этом эпизоде девятку алекминской команды, оленёкской, конечно же, извиняюсь. Тайминг подвел. Геннадий Сергеев готовится ввести мяч в игру, и чистое время у нас уже стартовало. Сейчас каждая пауза. С каждой паузой будет останавливаться таймер. Хорошо, Степан Степанов кроет мяч корпусом. Данил Каримов играет с Геннадием Сергеевым. И дальше. Ну, задачу-то, по сути, выполнил Данил Каримов. Пусть и с риском получить повреждения, но прострел вдоль ворот он сделал. Правда, там из сокомандников никто не оказался. Ну и с одной стороны, зачем Мирному сейчас, да, вот устраивать какие-то такие массивные атаки? В принципе, что? Два мяча преимущества и последние секунды. Надо лишь доиграть первую 25-минутку. Ну, Оленек, конечно же, вот как раз Оленек и идет, сломя голову вперед, потому что отыграть хотя бы мяч перед свистком на перерыв. И удар есть. Ну, блок также имеется. Ой, как здорово. Ой, как здорово. И до удара дело доходит. Что творит Никита Никитин? Троих накрутил. Еще и забил бы, то, конечно же, хайлайты. В итоговый хайлайт сегодняшнего дня, конечно же, это взятие ворот вошло. Смотрим, Прокопий Федоров делает передачу налево. Есть удар. Роман Бондаренко с передачи Прокопия пробивал, но этот удар также был заблокирован. Бондаренко оценивает возможности. Как же разыграть? Ух! Очень интересно разыграли. Но мирнинцы внимательны. Последние секунды первого тайма. Прокопий Федоров. Вот, хорошо поднимает. И сейчас Прокопьеву вернуть. Так и есть. Череда падений внутри штрафной мирнинцев. Но, так, что у нас будет в итоге?
Так, тут судьи. Один судья показывает другое, одно, а второй судья другое. Так, ну тут главный судья решил, да, штрафной в пользу мирнинцев. В принципе, в предыдущей атаке оленёкские футболисты делали все правильно. Прокопий Федоров дал передачу, должен был получить обратно. Но мирнинцы, конечно, тоже... вообще с мирнинцами, думаю, бороться очень тяжело, потому что все ребята габаритные, мощные, которые очень плотно стоят на ногах. Попробуй потолкаться с такими. Хорошая передача от Геннадия Сергеева. Сейчас выход 1 на 1 практически. Вячеслав Ярославцев мог оформить хет-трик. Сейчас возможность у оленёкской команды, но тут, конечно, только вариант пробить, потому что Бондаренко в этой атаке никто не поддерживал. Ну вот, интересно разыгрывает, да, всегда, вот, раз за разом к Роману Бондаренко вот проходит какой-то игрок. Да, мощный вынос у Лялигина. Игровая обувь слетела. И звучит свисток, который отправляет футболистов на перерыв. Со счетом 2-0 по итогам первой 25-минутки ведет Мирнинский район. Напомним, 2 результативными ударами у нас отметился Вячеслав Ярославцев. Отдохнем и мы с вами. Увидимся во втором тайме. Возвращаются футболисты на паркет. Я уверен, что перерывом все воспользовались. Тренеры сделали свое дело, дали корректировки. И у оленёкского Улуса есть ровно 25 минут для того, чтобы
сократить отставание и попытаться переломить ход встречи. Оленек в атаке, Василий Мартынов, и добивание еще есть. Но Мартынов уже вот 3 тяжелейших момента, да, вытащил. В ближнем бою парень очень хорош, потому что там расстояние сколько, там метров 2,5-3 может. Это расстрел на самом деле. Василий Мартынов пока что безупречен. И удар от Яна Николаева мощно, но не точно. Так, что касается четверок, да, сейчас, ну, в основном, да, это стартовые четверки у обеих команд. Роман Кирин, я вижу, и его тезка Рома Бондаренко тоже на площадке. Также Михаил Усманов и Ян Николаев. То есть люди, которые, в принципе, начинали встречу. А тем временем у нас заминка, связанная с... У нас повреждение получил вратарь оленёкской команды. Что-то связанное с пальцами. Владимиру Лялигину сейчас оказывает медицинскую помощь. Ну, это дело тоже абсолютно нормальное в мини-футболе, потому что в мини-футболе вратари играют без перчаток, потому что в перчатках играть это крайне неудобно. И покрытие, само собой, оно жесткое. И вот при падении, когда вратарь группируется и так далее, вот суставы могут страдать. Наверное, легкий ушиб получил Владимир Лялигин. Да, один палец перебинтовал страж ворот оленёкской команды. Зафиксировал. И он в состоянии продолжить встречу. Спокойно начинает свою атаку. И смотрите, как Степан Степанов прессинговал. И сейчас выход 1 на 1. И смотрите, здорово на выходе играет Лялигин. Выручает свою команду. Но, конечно, Степан Степанов очень хорошо включился в прессинг и отобрал мяч, организовал, по сути, очень-очень опасный момент. Ну и кого он оттолкнул, да, от мяча? Не кого-нибудь, а Романа Кирина, рослого парня, который тоже, если надо, на ногах будет стоять очень плотно. Хорошо спину подставил Михаил Усманов. Прекрасно он рассчитал траекторию движения мяча. И вот, подставив свой корпус, он позволил мячу дойти до своего голкипера. Аут. Но прошло всего 3 минуты. И смотрите, сколько у нас событий. Да, накал страстей сразу же вырос. И сейчас борьба будет за мяч. Ян Николаев хорошо отборолся. Ну не знаю. Обоюдная борьба ведь. И не знаю, тут сигнализирует Игорь Косяров активно, что против него фалили. Но оба как бы руками работали. Да, оленёкскому Улусу надо, конечно же, вот не зацикливаться, да, на том, что вот на спорных моментах каких-то, на вот судейские моменты. Это нервирует, и это лишняя нагрузка для команды. Сейчас надо просто сконцентрироваться на своей игре, чтобы не было в голове вот этой мысли лишней. Эта мысль может помешать. Но футболисты сами прекрасно знают. Роман Кирин. И потеря Романа второй раз уже. И смотрите, Геннадий Сергеев сейчас 1 на 1 выходит. Геннадий Сергеев делает передачу, штанга. Но все здорово разыграли. Геннадий Сергеев с Вячеславом Ярославцевым. Геннадий давал передачу на хэт-трик 4-го номера мирнинской команды. Но штанга играет за оленёкский Улус. Ну что, побежим в контратаку. Роман Бондаренко. Ну, а там никого нет. Ну, Роману Кирину надо аккуратнее играть. В последнего игрока 2 эпизода подряд его потери могли привести к взятию ворот. Уже 3-му по счету. Здорово Роман Бондаренко тут мяч под себя убрал. Правда, игровой снаряд покинул
пределы поля. Есть прострел и забегал. Кто у нас? Это Никита Никитин. Головой мог замыкать. Прокопий Федоров делает навес на Яна Николаева. Аут в пользу Оленька. Так, у нас дождя все еще нет, а наоборот, распогодилось. Солнце вернулось, и ветер немножко подуспокоился. А тут собственные ворота чуть было не срезал, да, мяч Геннадий Сергеев. Такое тоже случается. Мы сегодня в этом убедились, что даже 2 автогола — это абсолютно нормально, что такое может быть. Геннадий Сергеев делает передачу, но разводит руками, да, его сокомандник. То, что сильно на ход давал передачу Гена Сергеев. Но это в динамике, конечно же. Удар будет. Есть удар. Тимур Петров вырос на пути мяча. Но чувствуется напряжение в этой игре. Например, в предыдущей игре там не было накала, не было вот борьбы. Но тут мы видим каждую секунду у нас ведется борьба на каждом участке поля. Оленек заряжен. Они чувствуют, что могут переломить ход встречи. Ну вот опять неточная передача. И сейчас Никита Никитин выходит по диагонали 1 на 1. Красиво убрал он Лялигина. Но Лялигин его коснулся. Есть падение. Посмотрим, что решит арбитр. Желтая карточка Лялигину. И, как понимаешь, 6 метров. Владимир Лялигин с этой минуты висит на карточке. И сейчас на повторе мы попробуем разобраться. Да, вот уходит в сторону. Ну, это 6 метров. Нет, судья ставит штрафной вблизь. Ну, хорошо было бы посмотреть на этот эпизод с другого ракурса. Конечно, уже после штрафного. Потому что мне с этого ракурса показалось, что все-таки контакт был именно непосредственно на линии штрафной площади. Но разберемся с этим позже. Сейчас смотрим. Гена Сергеев делает передачу. Есть удар. Данил Каримов был один-одинешенько. Никто его не накрывал. Но, правда, удар заблокировали все-таки. Не, ну, таким образом идти в обыгрыш против двоих, это затея так себе. Семен Камеров решил рискнуть. Но, во всяком случае, мяч остается у его команды. Прокопий Федоров вводит мяч в игру. Роман Бондаренко. Он может накрутить и одного, и двоих. Мы это видели. Лялигин. Опять такая ошибка, и Лялигин. Ну, Лялигин молодец, конечно. Выручает команду, спасает. Вот после таких ошибок. Срезок, неточных передач. Красиво комбинируют мирнинцы. Длинная такая диагональная передача доходит до адресата. Геннадий Сергеев. С Никитой Никитиным Геннадий отыгрался. И сейчас назад отпасовал. Ильдар вел мяч в игру. В обыгрыш идет. Пробует пробить Данил Каримов. И с большими усилиями остался на ногах. Все-таки слой пыли дает о себе знать постоянно. Это касается и полевых игроков, и вратарей. И мы это уже не раз видели. Борьба за мяч на подступах штрафной к оленевской команды. Геннадий Сергеев. Хорошая передача, сильная.
но Олег Олейников не смог обработать игровой снаряд. Можно было и с лёту попытаться, да? Пробить, перенаправить мяч. Нет, ну это уже, не знаю, это уж слишком простенькая попытка что-либо, да, изменить. Передачи верхом находят Геннадия Сергеева. Тот разворачивается, пробует бить. Мяч все еще у него. Еще один удар, рикошет. Мы уже видели голы, мячи, да, которые залетают после рикошета. Ильдар Инамжанов пробивал, и вот сейчас. Ну как же хорош сегодня, да? Владимир Лялигин. Много у него работы. Ну, такое бывает, да, когда вратарь ловит кураж и просто непробиваемым становится. Не хочу, конечно, накаркать, но действительно Владимир Лялигин проводит очень хорошую встречу, несмотря на 2 пропущенных мяча. Передача верхом, но было, конечно, сложно мяч удержать после такой подачи. Мяч сохранить в поле. Михаил Усманов с этой задачей тоже не справился. Аут в пользу оленёкской сборной. Роман Кирин сейчас с Гаврилом Соломоновым. Ну, будто бы готовится разыграть бьющего. Посмотрим. Сначала судье надо отодвинуть игроков Мирнинской сборной на положенные регламентированные 5 метров. Вот. Наглядно судья показывает, где должен стоять Олег Олейников. Что-то интересное тут сделали, да? И вот, да, обсуждает, да. Роман Кирин должен был, наверное, откатить все же, да? Под удар. И выход 1 на 1. И смотрите, какая красота. И как вы думаете, кто забил? Вячеслав Ярославцев. 3 результативных удара 4-го номера Мирнинской сборной. Закрепляет преимущество его команды. 3-0. Посмотрим на повторе. Но тут, конечно, откровенно прозевали. Вот передача верхом. Было у него время обработать мяч. Было время, пусть и молниеносно, но оценить движение вратаря. Ну и потом, конечно, Вячеслав Ярославцев на всякий случай проводил мяч до линии, потому что набегал игрок оленёкской сборной и, в принципе, мог успевать. Очень красивое взятие ворот. Оленёк играет очень... Ну, в принципе-то играет хорошо, но просто вот ошибки. Тут не скажешь, то, что Мирнинский район возит оленёкскую команду. Нет, Оленёк играет очень даже неплохо, но и просто Мирнинская команда использует подарки, которые предоставляют футболисты Оленёкского района. Очень жесткий стык Олег Олейников на паркете. Посмотрим на повторе. Ну тут да, без вопросов, конечно. Стык был. Игры в мяч не было. Нарушение правил. Мимо всех мяч пролетел после передачи Игоря Кайсарова. Подача верхом. Степан Степанов, в принципе, успел, но по инерции он уже сам мяч-то сохранил в поле, но сам практически всем телом пересек линию аута. Пыль продолжает вносить корректировки в движение футболистов. Хорошая возможность сейчас у Оленька. Попытка сделать передачу на свободного игрока не обернулась успехом. Гаврил Соломонов все правильно видел, все правильно делал. Слева был Михаил Усманов. Абсолютно один.
Ох, Роман Кирин показал очень интересное движение. Что-то из мира большого футбола. И попробовал пробить Рома. Получилось не точно. Нестабильная у нас погода. Настроение погоды, как и вот эта сегодняшняя встреча. Туда-сюда, туда-сюда. Сумбур. Разводит руками Михаил Усманов. Это было видно с общей камеры. Недоволен Михаил тем, что не поделились с ним передачей, так как он находился в свободной зоне. Ну вот смотрите опять. Никита Никитин вот сейчас мог теоретически тоже выходить 1 на 1. А ведь это просто вратарь берет и забрасывает мяч вперед. Почему спят футболисты оленёкской сборной? Я не знаю. В этом компоненте им надо как-то повнимательнее играть. Геннадий Сергеев с мячом. Как здорово выходит мирнинцы. Красиво, эффектно и эффективно. Бондаренко хорошо отборолся. Нет, это не Бондаренко, Тимур Петров был, конечно же. Безадресная подача верхом. И, конечно же, Василий Мартынов не будет спешить вводить мяч в игру, потому что его команда ведет со счетом 3-0. И сейчас у нас еще идет грязное время. Поэтому мирнинцы, конечно же, не будут спешить возвращать мяч в игру. Это я говорю без претензий. Обычная практика в мире мини-футбола. Оленек вел бы 3-0, Оленек тоже так же. Не говорю, что тянул бы время, но лишние секунды при каждой возможности выигрывали бы. Ян наткнулся на футболиста сборной Мирнинского района, на Эльдара Инамжанова. Ян Николаев вводит мяч в игру. Попытка пробить в исполнении Гаврила Соломонова. И сейчас уже атака Мирнинского района. Снова нарушение правил против Никиты Никитина. Оленёкский улус, 4-й фол. Были нарушены правила. Уже 4 фола у Оленёкского улуса. Ну, по большому счету остается только одна квота на нарушение правил. Ведь с 5 фолами ты уже как-то... С 5 фолами фолить уже чревато последствиями. Ну и Мирнинский район прекрасно понимает это. Вот сейчас мог бы быть, вернее, опасный момент. Передача на Никиту Никитина не получилось, а по сути он выходил 1 на 1. Мирнинские футболисты сейчас прекрасно понимают, что футболисты Оленька очень близки к тому, чтобы зависеть, да, от счетчика фолов. И, конечно же, это они будут держать в уме. Степан Степанов. Виталий Боискоров, конечно же. Роман Бондаренко делает передачу на Петрова. Получает мяч обратно. Снова Петров. Роман Бондаренко с Боискоровым. Петров. Бондаренко. Боискоров. Ах, и в 5 полевых играют футболисты Оленёкской сборной. И сейчас нужно провести, наверное, обратную замену вратаря. Нет. 5-й полевой будет играть в дальнейшем. И удар есть. Блокируется. Все, вернулись футболисты Оленёкского улуса обратно на свою зону. Все стоят по своим позициям. Разобрали по игроку. Ну да, время-то пришло. Вот уже играть в 5 полевых. 6 минут остается. Номинально 6 минут, потому что у нас последние 2 минуты же идут чистыми. Поэтому это порядка, не знаю, где-то может быть 9. Может быть 8, а может быть 10. Это зависит от количества остановок. И 5-го полевого сейчас у Оленька играет Прокопий Федоров. Бондаренко на Боискорова. Боискоров. Вот, Боискоров сместился на левый фланг. До этого он был справа. Боискоров играет слева. В центре Бондаренко. Ввиду человека с самой развитой техникой. И справа у нас Роман Кирин. И по краям вот Прокопий Федоров и Ян Николаев.
Бить пробует Боескоров. От него же уходит мяч. Аут в пользу Мирнинского района. Чуть больше 5 минут. Ну, видим, как спокойно болельщики подают мяч Вячеславу Ярославцеву, автору 3 забитых мячей. В этой встрече сейчас выходит, вернулся Владимир Лялигин на раму. И сейчас очень своевременно и быстро он выскочил навстречу и нейтрализовал угрозу. Мирнинцы разыгрывают свою комбинацию, ошибаются. И сейчас Боескоров делал передачу на Бондаренко. Не прошла эта затея. Бондаренко. Боескоров. Боескоров снова справа. Слева Роман Кирин. Вот сейчас он с мячом. Ну, смотрите, вот идет перепасовка налево-направо, но мирнинцы особо-то и не двигаются. Надо как-то иначе вот сейчас, вот, да. Вот, например, сейчас выскочил Степан Степанов. Передача неточная, и Степан Степанов сейчас идет. Роман Кирин в отборе хорошо играет, и сейчас надо все сначала придумывать. А теперь центральным как-то, как мне кажется, будет Роман Кирин. Боескоров. Да, Роман Кирин в центре, справа Бондаренко. Передача адресовалась Прокопию Федорову. Ну, не оказалось, видимо, у них в футболке 5-го полевого, и просто Олимпийку волонтера, мне кажется, надел Прокопий Федоров. И сейчас смотрим. Бондаренко разгоняет атаку своей команды, пробует щечкой пробить с такой дистанции. Неудачно. Вновь выбегает Прокопий Федоров. Роман ждет, пока Прокопий не займет свою позицию. Слева теперь Прокопий Федоров. По центру Роман Кирин. Справа Бондаренко. И по краям вот Ян Николаев. И у Романа хороший удар, все мы знаем. Но из стороны в сторону мало перекатывать. Больше движения хотелось бы увидеть. Прокопий. Так, это у нас Боескоров. Прокопий, Федоров, Роман Кирин. На Боескорова удар. Геннадий Сергеев блокирует. Напряженная концовка. 3 минуты. 3 минуты, 3 мяча отыграть возможно. Теоретически, математически так будет. Вернее, Прокопий Федоров отыгрывал назад, и сейчас могут они расплатиться за неточную игру. Мяч пролетел мимо штанги. Роман Кирин. Бондаренко играет на Яна Николаева. Роман Кирин. Прокопьев. Кирин. Кирин вновь получает мяч. Прокопий Федоров. Роман Кирин. Ну что-то новое надо предложить. Боескоров делает передачу. Вот сейчас по диагонали на Бондаренко. Бондаренко на Николаева. Бондаренко получает мяч. Обратно удар. Ну и сейчас мяч тоже мимо. Ну вот как раз, да, то, о чем я говорил. Вот, долго катали мяч туда-сюда. Но вот когда вот пошли передачи. Потому что когда вот налево-направо просто катали, мирницы-то вообще, по сути-то, по большому счету не реагировали на эти передвижения игрового снаряда. А вот сейчас получилось, да, их раскачать. Ну что, веселые качели идут дальше. Качаются дальше. Бондаренко хорошо сейчас отыграл. Ян Николаев! Есть первый гол. Распечатали ворота Мирнинского района все-таки футболисты Оленевского Улуса. Тот самый момент, когда игра в 5 полевых приносит свои плоды. Хорошо разыграли 5-го. Давайте посмотрим. Вот Ян Николаев. С передачи Яна Николаева Боескоров. Виталий сокращает отставание в счете. Ну и сейчас, я думаю, уже мирницы, наверное, взяли, да? Минутный перерыв. Я прослушал, пока комментировал взятие ворот. Потому что сейчас
сколько интересно времени осталось, а Оленек сейчас побежит вперед всеми силами на эмоциях, как говорится, да. Вот сколько людей поддерживают оленекскую команду. Есть все необходимые атрибуты. В центре площадки будут разводить футболисты Мирнинского района. Олег Олейников. Неточная передача. Ну и у нас пошли уже вот эти 2 последние минуты, которые идут в чистом виде. Чистое время у нас уже идет. Надо распорядиться этим временем максимально продуктивно. И сейчас мяч, видимо, все-таки попадет, да, в пустые ворота. Но это уже, наверное, уже все. Геннадий Сергеев принимает поздравления. Ну, когда играешь в 5 полевых, будь готов к тому, что через все поле мяч прилетит в пустые ворота. Это классика, да, классика футбола. Кто-то рискует, играет в 5 полевых, ошибаться нельзя. Но вот сейчас-то тоже воротчика нету. Прокопий Федоров сейчас 5-й полевой. Роман Кирин не может играть руками. Ха-ха-ха! Вот это да, ну как? Олег Олейников не попал. Попал Никита Никитин. Ну вот сейчас на повторе будет очень интересно посмотреть. Просто магическим образом мяч мимо стопы пролетел. Вот Олег Олейников отдает и сейчас получит обратно. Все по науке мини-футбола. Но поздно замахнулся, да, и об опорную ногу мяч ударился. Ну и на добивании, на подборе, вернее, расторопнее всех оказался Никита Никитин, который вколотил мяч. 5-1. Хэт-трик Вячеслава Ярославцева. И по одному мячу свой актив записали Геннадий Сергеев и Никита Никитин. Но тут, между прочим, тоже вопросы к 5-му полевому. Потому что же не прям такая разящая контратака была. На самом деле, там перепасовка, борьба была. Вот растягивает игру мирнинцы. Ширину всей площадки используют. Футболисты из Алмазного края. Ну, Геннадий Сергеев был в другом месте. Собственно, это он и озвучил. Роман Кирин с мячом. Ну тут, да, не успевал никак до мяча Тимур Петров. И все, звучит финальный свисток, который фиксирует победу Мирнинского района со счетом 5-1. Ну, если резюмировать игру, да, это тот самый случай, когда, в принципе, могло получиться у оленекского Улуса. Ведь играли и могли предложить очень интересные варианты своим соперникам. Но просто никак не оправдываю, просто вот действительно счет не отражает того, что происходило на площадке. Очень интересная игра, за которой мы, надеюсь, вы наблюдали с удовольствием. Напомним, авторов забитых мячей хэт-трик на счету Вячеслава Ярославцева. И по одному взятию ворот провели Геннадий Сергеев и Никита Никитин. Ну а единственный мяч оленекской команды на свой счет записал Виталий Боескоров. Мы стали свидетелями очень интересной игры. Оставайтесь с нами. Мы продолжим смотреть третий игровой день на телеканале Якутия-24.